Когда звучит слово «Сибирь», сознанию большинства людей открывается гигантская территория от Уральского хребта до Камчатки. Однако подобное расширительное понимание термина утвердилось относительно недавно. В прошлом у географического названия «Сибирь» было иное значение. Историческая Сибирь включала в себя вполне конкретный регион Западной Сибири, в котором испокон веков проживал и сейчас проживает вполне конкретный народ – сибирские татары. Урал, воспетый в башкирских эпосах, в прошлом конгруентной лишь территории горной части исторической Башкирии, сегодня олицетворяется с так называемым Большим Уралом, то есть несколькими субъектами Российской Федерации по обе стороны хребта, от степей Казахстана до Северного Ледовитого океана. Также и название исторической Сибири, родины сибирских татар, локализуемые бассейнами рек Тобол и Иртыш в их нижнем течении, в эпоху освоения просторов Северной Азии на устах казаков-первопроходцев было пронесено вплоть до Берингового пролива и едва не соединилось с Америкой. Что Сибирь, что Аляска – два берега, пелось в одной известной песне. Таким образом, есть Большая Сибирь от Урала до Аляски, а есть исторический регион Сибирь, коренным населением которого являются сибирские татары. В 1587 году здесь, в 17 примерно километрах от Искера, столицы Сибирского ханства, был основан острог, крепость Тобольск. Искер – одна из двух столиц сибирского юрта. Располагался на берегу Иртыша, в нескольких километрах от современного Тобольска. Сегодня Искерское городище, затерянное в густом лесу, является лишь объектом археологических изысканий. По наиболее популярной версии, слово «Искер» означает «старое место», «Иске старый», «Ер» – «земля». Столица Сибирского ханства также имела название Кашлык и Сибирь. Последний остеоним стал наименованием исторической Сибири, а также Большой Сибири. Здесь изначально была крепость сибирских татар. На этом месте, на Алафейской горе. По пространству нескольких километров от Тобольска, вот от Алафейской горы, были ханские городки, местности, где проживали семьи именно сибирско-татарских воинов. Так вот, в 1587 году, когда был основан город, здесь уже внизу, вот это вот место, кстати, называется Алтын-Аргинак, потом в дальнейшем Тобольск. Здесь это место переименовали Троицкий мыс, хотя это имеет свое местное название сибирских татар. Алтын-Аргинак называется вот это место. Почему Троицкий мыс стал? Потому что здесь, на этом месте, была построена церковь, Троицкая церковь. Таким образом, современный Тобольск находится в самом центре исторического региона Сибирь. За нашей спиной, вот за моей спиной, находится ставка Кучума Искер. И по-другому второе название Кучумово городище. Вероятно, именно в этом месте произошло решающее событие сибирской истории – сражение между казачьим отрядом атамана Ермака и войском хана Кучума, закончившееся взятием Искера. Этот драматический момент изображен на полотне Василия Сурикова. Падение Сибирского ханства негативно сказалось на судьбе местного населения. Формирующийся этнос сибирских татар был фрагментирован на ряд изолированных друг от друга территориальных общностей, из которых самой многочисленной является Тоболо-Иртышская.
Представители данной этнографической группы сибирских татар проживают ныне на территории Тюменской области. Деревня, как и большинство селений сибирских татар, расположена на берегу водоема. Это старица Иртыша, озеро Саускан. Близость великих сибирских рек Иртыша, Тобола и их притоков наложила отпечаток на быт местного населения. Не случайно важнейшей отраслью хозяйства сибирских татар всегда было рыболовство, которое и по сей день играет значительную роль в их жизни. Taban ultuklu da ne geçtiğimiz de aşağı yerin. Neydi? Aşağı kan? Aşağı. Yaşamasın. Название «Сибирь» обычно связывают с именем древнего народа савиров или сибиров, упоминаемого еще античным ученым Клавдием Птолемеем. Сибирские татары сформировались в результате ассимиляции тюрками местного угорского населения. Своим литературным языком они называют казанско-татарский язык, на котором они обучались в советский период истории. Однако так было не всегда. В средние века у сибирских татар сложилось собственное политическое объединение, которое возглавила местная княжеская династия Тайбугидов. Она на правах вассалов оставалась у власти даже после монгольского завоевания Сибири. Однако в начале XIV века шибаниды, потомки младшего брата хана Батыя Шибана, сделали своей столицей город Чимга-Тура, то есть нынешнюю Тюмень. И тайбугиды временно потеряли свое влияние, только с тем, чтобы в конце XV века вновь вернуть себе власть. Однако в середине XVI века из Бухарского ханства, которым правили шибаниды, явился царевич Кучум и произвел в Сибири шибанидскую реставрацию. В принципе, если так говорить, в сибирском ханстве ничего не поменялось, потому что местному населению все равно было кому платить, так сказать, дань. Вот, или коренным, так сказать, тайбугинам, или пришедшим, так сказать, шибанидам. Вот, и, в принципе, хан Кучум был таким же легитимным правителем, как и представители другой династии. Правление шибанидов, политически связанных с присырдарьинскими городами и Хорезмом, способствовало культурному влиянию Средней Азии на предков сибирских татар. Сибирское ханство входило в культурно-политическое пространство со Средней Азией. Мы пользовались письменностью Средней Азии, среднеазиатским тюрки. У нас были произведения. Свой язык формировался сибирско-татарский на протяжении многих веков, до того состояния, которое он сейчас имеет. Появление сибирско-татарской литературы связано с исламизацией Сибири. Ислам, согласно рукописи Сад Ваккаса Лакулова, в конце XIV века распространяли мюриды тариката Накшбандия, пришедшие из Бухары. Как результат, возникает местная суфийская религиозная и поэтическая традиция, отразившаяся в творчестве таких поэтов, как Икани, Саиди, Меджлиси и других. Традиционным жанром литературы также было шежере, или, говоря по-сибирски, сацара. Много литературы скопилось уже к началу 21 века, работ научных, которые доказывали, что сибирские татары – это отдельный народ, не диалектная группа, не этнотерриториальная группа казанских татар, а это отдельный народ со своей историей. Это очевидные вещи. У нас было свое государство, Сибирское ханство. Мы развивались территориально, совершенно автономно, отдельно. Между Казанью и Сибирью огромные территории, и между казанскими и сибирскими татарами еще и живут башкиры, финно-угры, манси. Никак не может сформироваться один народ на разных территориях. Это все понятно, это все закономерно, это все описано в научной литературе. Действительно, национальное самосознание сибирских татар, многие десятилетия дремавшее под спудом этнографических клише прошлых столетий, отождествляющих все тюркские народы с летописными татарами, в 21 веке пожелало проявить собственное «я». Если раньше сибирские татары обучались по учебникам, выпущенным в Казани, пользовались казанско-татарским языком, как языком литературы и письма, то теперь, по их мнению, пришло время вернуться к собственной речи.
Поэтесса Галия Абайдулина одна из первых стала писать свои произведения на сибирско-татарском языке. Однако стихи Клары Кучковской и Муниры Хуснутдиновой, заговорившие на родной речи, были написаны явочным порядком еще до кодификации сибирско-татарского языка. Настолько велико было желание этих первопроходцев сделать его языком литературы. Мәскәүдәге чыкты антология современная литература народов России. Анда безнең Себер телдә шигырьләребез чыкты. Нисә автордан? Анда безнең Сәгыйд абый, минеңке, Мөнирә бар безнеңке Хуснетдинова, 4 кешенеңке шигырьләребез анда. Мин болай дип уйлыйм, 1 сәгатьтә безнең яныбызда тормаган казан телен өйрәтеп, аны әдәби телгә өйрәтеп булмый казан теленә. Монда все-таки Себер телен өйрәтсәк, өйдә өннәсе кәпләшсә, улатасы кәпләшсә, атасы инәсе бисмилла дип әйтсә, рәхмәт дип әйтсә, күп яша дип әйтсә, балалар Себер телен тиз өйрәнерләр иде. Аның өчен мин уйлыйм, монда безгә Себер телен өйрәнү кирәк. Тел бетсә бит, халык бетә. Тел бетсә, халык тел белән бергә бетә ул. Менә шуның өчен һәрбер 3нче шигырем тел турында, һәрбер 2нче шигырем халык турында, һәрбер 1нче шигырем тәртип турында. Әйтәм, өйрәнәйек без бу телне, укыйык, язайык, йырлайык, ерле Себер телене үстерәйек, тел белгечләребез беләйек. Кайда туганыңны онытма син. Себерстан безнең туган ил. Улаталар, анналар кәпләшкән. Себер татар теле туган тел. К сожалению, много из культурного наследия сибирских татар безвозвратно пропало, поскольку целенаправленная работа по сбору фольклорного и поэтического материала не проводилась. А ведь даже малочисленные народы Севера – ханты, манси, ненцы и другие – имели подобие национально-государственных образований в виде автономных округов, главной задачей которых было сохранение самобытности титульных этносов. А сибирские татары, насчитывающие сотни тысяч человек, в силу различных причин были лишены этого. Тобольский Кремль. Единственный каменный Кремль в Сибири. Он был построен в 80-х годах 17 века. Столь грандиозное сооружение было избыточно с точки зрения обороны города, так как набеги калмыков, башкир, казахов и каракалпаков, случавшиеся в 17-18 веках, не достигали Тобольска. Кремль строился как символ владычества Московского царства в поверженном Сибирском царстве, как центр Тобольского разряда и резиденция наместника Сибири. Сегодня во дворце наместника находится музейный комплекс, одна из экспозиций которого называется «Культура и быт сибирских татар». Здесь мы видим одежду, подлинная одежда богатых сибирских татар и бухарцев. Вот мы видим платье, да, чапан, сверху украшения. Вот здесь мы видим костюм, принадлежащий дворянскому роду Ульмаметьевым. Вот это одежда богатой сибирской бухарки, дворянки. Сибирские бухарцы – этнографическая группа сибирских татар, выходцы из Бухарского ханства, которые селились в Сибири, начиная с XIV века. Проживают в ряде сел Тюменской и Омской областей. В прошлом занимались торговлей со странами Средней Азии и Китаем. В экспозиции также представлены боевые доспехи и вооружение воинов хана Кучума – кольчуга, железный шлем и колчан со стрелами. Само название народа является одним из определяющих критериев этнической идентичности. Понятие этнонима включает в себя два аспекта. Автоним, то есть то, как народ называет сам себя, и экзоним, то есть как его называют другие народы. Например, если мы называем жителей Германии немцами, то это не значит, что они именуют себя аналогичным образом.
Англичане по отношению к ним используют название «джоман», арабы и турки «алман», а немцы определяют себя словом «дойч», то есть просто люди. Причем последнее название стало общеупотребительным только в XIX веке. До этого были лишь баварцы, саксонцы, пруссаки, вестфальцы и другие. Аналогично с этим сибирские татары некогда также именовались по географическому признаку. До революции в основном бытовали, скажем, или названия территориальные, скажем, Тубулык, Табаляк, Бараба, барабинцы. То есть вот такие вот названия бытовали. И очень часто употреблялось название мусульман. Мусульманнар, вот, то есть по религиозной принадлежности. Однако не исключено, что в средние века у сибирских татар все же существовал единый политоним. Один из исследователей Сибири XVIII века, Герхард Фридрих Миллер, в своей «Истории Сибири» писал: «Башкиры не имеют для тюменских и тобольских татар никакого другого названия, как турали». Они объясняют это название тем, что татары испокон веков жили в городах и укрепленных местах. Слово «тура» в различных тюркских языках употреблялось в значении «крепость». Во времена Сибирского ханства известны такие населенные пункты, как Чимга-Тура, Тюмень, Явлу-Тура, Кызыл-Тура, Бицик-Тура, Сузге-Тура и другие. В ряде исторических сочинений шибаницкой и крымской историографии XVI-XVIII веков территория Западной Сибири именуется вилаетом Тура. Следовательно, название Туралы, то есть житель области Тура, могло быть не только башкирским экзонимом, но и автонимом тоболо-иртышских тюрков. Так или иначе, оно не дошло до наших дней. Сыбыр дип атаганнар. Сыбыры. Безне Сибир татары дип башлаган менә монголлардан соң, монгольская игодан соң. Просто обозвали всех мусульманское население татары дип. Менің инем әйтәдеген иде. Без то кыпчыклар дип әйтәген, без кыпчыклар, то әйтәдеген нугайлар. Использование этнонима нагайцев, по всей видимости, отражает длительные связи сибирских татар с Ногайской Ордой. Если говорить о термине «татары», то он, конечно, был принесен русской администрацией, он не был характерным для населения коренного, никогда они себя татарами не называли. Вот, история термина «татар», она очень такая долгая, значит, ее просто пересказывать не будем. Вот, сами татары называли себя нугай. Вот, в основном искеро-тобольские татары, значит, которые жили в районе Тобольска и вот в этой округе, они называли себя нугай. Это говорит о том, что в средние века, после распада Золотой Орды, сибирские татары очень плотно контактировали с нагайцами, вернее, с нагаями. Тогда еще не было народа нагайцев, с нагаями. Таким образом, русская администрация, применяя к тюркам Сибири название «татары», создала условия для расширительного толкования этого исторического клише. В 50-е годы изменилась политика, когда вот это название «татары» стали записывать во все документы. И вот то, что русская администрация ввела вот это, так сказать, название и наименование всех, так сказать, все тюркоязычное население, начиная от Крыма до Поволжья, Среднего и Нижнего, до Сибири, называли татарами, все это внесли в документы, и с течением поколений это утвердилось уже как бы вот в сознании людей, и они просто называют себя татарами. Но когда начинаешь глубже просто копать историю, говорят, ну вы же к казанским татарам не имеете отношения? Они говорят, да, мы коренные сибирские, вот просто вот так вот себя называем. Эта этнографическая операция имела далеко идущие последствия. Поскольку сибирские тюрки были отнесены к категории татар, было решено распространять среди них язык титульного этноса татарской АССР. Перевод всех школ и училищ на обучение татарскому языку произошло в 50-е годы. И что самое интересное, мотивом для этого стала знаковая такая статья Иосифа Сталина «Марксизм и языкознание». Вот, это было для меня лично было удивительно, когда я нашел это, так сказать, высказывание казанских филологов, которые опирались именно на эту статью Сталина. Вот, и говорили, что один язык одного народа должен базироваться на одном диалекте.
Поскольку сибирские тюрки номинально обозначались как татары, власти приняли решение перевести школьное образование на язык казанских татар. И сказали, что язык заказания главный, и вот на нем будет базироваться, значит, так сказать, все обучение именно на этом языке. И именно язык заказания, вот этот вот средневолжский язык, он был введен в программу обучения как в Татарстане, так в северо-западной Башкирии, в Астрахани и вплоть до Сибири. Однако с распадом Советского Союза татарская социалистическая нация, в которую были включены казанские татары, мишары, сибиры, астраханские нагайцы, крещены и нагайбаки, также стала распадаться, поскольку этнические различия между отдельными ее частями обнажили эфемерность данной общности, сконструированной руководителями советской национальной политики. Одновременно пробудилось национальное самосознание самих сибирских татар. Возродившийся интерес к собственной истории и культуре вызвал множество вопросов, которые касаются интегрирующего этнонима, а также кодификации и нормирования родной речи, которому казанские филологи давали несколько уничижительное определение пассивного диалекта, то есть идиома, не принимавшего участия в формировании татарского литературного языка. Усилия сибирско-татарской интеллигенции дали плоды. В 2013 году сибирско-татарский язык вошел в список официальных языков мира с собственным кодом ИСО. В 2014 году Максимом Сагидуллиным была опубликована «Грамматика современного сибирско-татарского языка», а в 2019-м «Сибирско-татарско-русский словарь». Сибирские татары считают себя отдельным народом, отдельным от поволжских татар, от крымских татар. Пишутся книги на сибирско-татарском языке. Создан союз сибирско-татарских писателей, который возглавляет Клара Латыповна Кучковская. Вот. Пишутся книги, то есть мы работаем над нашими уставными вопросами, потому что создается фонд сибирско-татарской литературы. Мы развиваем свой родной язык. В настоящее время на этом языке, кроме того, что издаются книги, на нем сейчас мы выступаем со сцены, с трибун, мы выступаем по телевидению. В настоящее время у сибирских татар имеются собственные специалисты в области истории, филологии, языкознания, фольклористики и краеведения. Фархат Шамурадов восстанавливает историю селений сибирских татар на основе данных архивных документов и шежере. Недавно им была написана книга, посвященная истории села Бегетино или Бегетинский юрт Вагайского района Тюменской области. Ну, конечно, у нас, если говорить, больше общего в истории и параллели. Это с башкирами, это с нагаями, так как у нас было вот такое политическое влияние, и башкирские, часть башкир, то есть поддерживала Сибирское ханство Кучума, ну и также Нагайская орда. Есть в некоторых документах упоминается, что вот тобольские татары себя, некоторая часть, эта часть сибирских татар, идентифицировала себя как нуай. Это показывает, что мы отдельный народ, сибирские татары, как и крымские татары, так и поволжские татары. Поэтому говорить, что мы относимся к какому-то единому татарскому народу, это неправильно. Вот, то есть это татары, вообще это экзониум, который был навязан администрацией Российской империи. Молодой исследователь приступил к написанию новой книги, теперь о селе Индыри, того же Вагайского района. В планах восстановить историю всех сел и деревень сибирских татар Тюменской области. Сибирский татар или Сибирь является самобытным народом со своим языком, собственной материальной и духовной культурой. Ученые полагают, что в данный момент их численность достигает 250 тысяч человек. По меркам Сибири и даже Северного Кавказа это далеко не маленький этнос. В этногенезе сибирских татар участвовали древние угры, ранние тюрки, ханты, племена улуса Джучи, башкиры, нагаи и выходцы из Средней Азии.
Сочетание различных традиций придало им свой, ни на кого не похожий этнокультурный облик. Как и любой другой народ, они просто желают сохранять свою индивидуальность и имеют на это законное, никем не оспоримое право.